Баджир Токбуга, последний уйгурский хан Золотой Орды. Баджир, уйгур-буддист, хан Золотой Орды с 1309 года по 1310 год, был представителем уйгурской знати в Монгольской империи. Токбуга, уйгурское имя, дословно «горный дикий бык», возглавлял сильную партию уйгурских буддистов и сторонников централизованной имперской политики. После убийства хана Тахты в 1310 году в Орде началась борьба между фракциями – исламскими, монгольскими, буддийско-уйгурскими и кыпчакскими. Утимиш Хаджи в Чингизнаме пишет: Баджир Токбуга из Амака уйгур с сильными родами и племенами, воспользовавшись отсутствием у Тахты наследника, провозгласил себя ханом и подчинил себе весь народ. Баджир Токбуга пытался утвердиться как правитель Золотой Орды, сделав ставку на уйгурскую бюрократию и поддержку уйгурской буддийской знати не только в Золотой Орде, но и династии Юань. Он стремился восстановить старую ордынскую административную модель времен Джучи, ориентировался на сотрудничество с династией Юань и окружением Хубилая. Уйгуры там традиционно занимали сильные позиции. Выступал против нарастающего исламского влияния кыпчакской знати. Его правление длилось недолго, 1310 год. Баджир Токбуга был последним представителем уйгурской модели управления в Золотой Орде. Ульджай Тимур, хронист XIV века в Тарих и Альфа-уз-Захир пишет: в год, когда Светлый престол остался без владыки, восстал муж из рода старых Битикчи, Баджир Токбуга, прозорливый и твердый. Он воззвал к порядку и знанию, как когда-то учил учитель из безмерной степи. Но звезды были неблагосклонны. Те, кто склоняется к молчаливой вере, не вытерпели света его ума, и в сумерках Великой Ставки кровь была пролита. Был убит в результате переворота. К власти пришел узурпатор Узбек-хан, сын Тагрилчи. Хан Узбек казнил 70 чингизидов, представителей буддистской и несторианской знати. Царевичи, ханы-найоны, отказавшиеся предать веру отцов Тенгри, были казнены. Это стало поворотным моментом в истории Золотой Орды. Баджир Токбуга был последним представителем уйгурской модели управления в Орде. Уйгурская буддистская элита имела огромное влияние в Золотой Орде. Баджир действовал не один, а с поддержкой сильных родов. С вошествием хана Узбека началось вытеснение уйгурской буддистской бюрократии из Золотой Орды. Уйгурские чиновники, построившие всю административную власть в Монгольской империи, стали покидать хана Узбека, что стало предвестником краха и распада Золотой Орды. Отец Узбек-хана Тагрилчи, не самая влиятельная ветвь династии Джучи. Утемиш Хаджи пишет о нем довольно неопределенно, а в хрониках вообще нет упоминания о его значимой роли до того, как он провозгласил себя ханом. В летописях династии Юань и персидских источниках Узбек-хан не упоминается до момента захвата власти. Это показательно, учитывая, что важные чингизиды всегда фиксировались в дипломатических и родословных сводках. Так, появились слухи, что Узбек-хан был усыновлен ханом Тахты и был представителем боковой линии, не имеющей прямого права на трон. В некоторых сказаниях говорится, что он якобы подменил сына Джучида и выдал себя за царевича, убив настоящего. К концу XIV века Золотая Орда становится раздробленной территорией, а с 1430-х годов фактически перестает существовать как единое государство. Наступает эпоха Крымского, Казанского, Астраханского и Сибирского ханств.